Существует много городов, о которых мы мало что знаем. Например, город Ульм, где родился великий ученый Альберт Эйнштейн. В городе Нью-Йорк вырос великий спортсмен Майкл Джордан. А город Дублин – родина королевы красоты Розанны Дэвисон. А это новогодний Джарайт-Сити. И мало кто знает, что тут проживают 44 256 великих спортсменов, 63 240 королев красоты и, наконец, 58 292 величайших ученых. Хоть этот город и не самый лучший в мире, но каждый его житель, несмотря ни на что, скажет «Джарайт». Добро пожаловать в Джарайт-Сити. В Джарайт-Сити очень много важных вещей. Работа, дружба и разрешение на тонировку. Но самое важное в этом городе – это семья. Потому что через семью можно устроиться на работу, найти друзей и получить разрешение на тонировку. Добро пожаловать в город родственников Джарайт-Сити. Итак, дамы и господа, продолжаем наш аукцион. 500 раз, 502, 503, продано! Бишимбиев, поздравляю с четверкой. Следующий лот, последняя пятерка по мировой экономике. Начальная цена 700 совов. Кто больше? 800. 800, хорошо. 1050, на маршрутке поеду. 1050. Я сын ректора. Я сын ректора раз. Я сын ректора два. Я сын ректора три. Продано! Алло, дорогой, привет. Может, увидимся? Не получится? Ну ладно. Да, все нормально. Алло, Айк? Да, ладно. Да, ты давай приезжай, я тебе все сразу расскажу. Айк, ну ты вечно не можешь. Ладно, все, давай. Давай. Алло, мам? Привет. Мама, вы когда с отдыха вернетесь? Только послезавтра? Хорошо? Нет? Все нормально. Девушка, ну скоро мы уже закрываемся. Да, плачу я ваш счет. Подождите, вот чуть-чуть подождите. Сколько еще ждать? Вы с обеда всем звоните. Ну, чуть-чуть, максимум до послезавтра. Ну давайте ждать. Вот позвони, мам. Да? Да пациенту плохо. А кто у нас сегодня? Представитель горводоканала. Пусть полежит. Я месяц горячую воду ждал. Теперь пусть и он меня подождет. Я вас слушаю. Здравствуйте, доктор. Доктор, у нас с девушкой проблема одна есть. Понимаете, я и так и сяк пробую, не получается. Я и у друзей спрашивал совета, и в гугле писал, пробивал, не нашел до сих пор ответа. Я, кажется, понимаю, в чем ваша проблема. Не волнуйтесь. У меня есть пара препаратов, вы их примете, и у вас будут здоровые, умные детишки. Нет, при чем тут дети, доктор? У нас ей даже ничего не было. Я сказала, только после свадьбы. Вот видите, она всегда так говорит. Может, у нее с головой проблемы? Вы ей какие-нибудь препараты выпишите, доктор? А может, ей МРТ сделать, а? Давайте сделаем. Ай, акрын, ай, bu деген библиотека
Айнура Кубанычбековна, не мынча ызычы, ол деген библиотекада. Ой, Айбек Болотович, кыйкырып да айттым, акырында айттым, эч укпайт экен да булар. Айнура эже, сиз студенттер менен кандай иштешти билбей турбайсызбы? Азыр эми карап үйрөнүңүз, Айнура Кубанычбековна, кандай эми? Тынчып калды? Ой, жакшы болуп калбадыбы? Жакшы. Үйрөнүңүз. Мун деген преподавательский подход деп коет, эжеке. Эмне кылат деп эми сиз болбосоңуз, Этот GSD-шка прям так вышел к торту, понимаешь? Он мне тогда еще платье запачкал. Да. А чё мы просто сидим, обсуждаем это? Может быть, видео со свадьбы посмотрим? Ну там, знаешь, такая ситуация неловкая получилась. Оператор прям на той камеру забыл. Да ладно. Какой кошмар. И чё, мы теперь не посмотрим? Да нет, почему? Сейчас. Вот, как и обещал Михаил, оператор с нашей свадьбы. Михаил забыл камеру, да? Поэтому, Михаил, начинайте. Ну, в общем, как там было? Жених, значит, на 6 геликах выезжает за невестой. Едут они, значит, его друг из окна высовывается и такой... Доезжаем, да, потом едем в дворец бракосочетания, оттуда на фотосет. Не, здесь неинтересно. Давай сразу к концу, к ресторану перемотай. Ресторан. В ресторане, значит, играет музыка Чингисхан. Чингисхан. И, значит, Бахыт Байкеев выбегает, вообще нереально начинает отжигать. Все просто в шоке. Он от Бахыт Байкеев. Да, все просто в шоке. Эң башында, эгерде жаныңда ишенимдүү колдоо болсо, биринчи кадамды жасоо оңой. Эгерде ийгиликке ишенсе, рахат алуу оңой. Ал эми 15 жылдын ичинде эмне өзгөрүшү мүмкүн? Биринчи кадамдар ишенимдүү болуп калды. Кыял ишке ашууга жакындады. Ал эми банк мурдагыдай эле жаныңызда калды. Бай түшүм банкы. Ийгилик ишенген жерде болот. 3 марта 1992 года по указу Джорджа был принят флаг Кыргызской республики. Абдыкалыков, почему ты шумишь? Ты можешь не шуметь и не срывать мне мои занятия. Спасибо тебе. Ну а 5 мая 1993 года была принята Конституция Кыргызской Республики. Калыков, я тебя по-человечески просила не шуметь! Просто будь тише! Ну, а в 94 году, как я сказала... Абдыкалыков! Почему ты так громко сидишь на моих занятиях? И чё сразу, Абдыкалыков? Чё я вам такого сделал? Да потому что ты, Абдыкалыков, единственный приходишь на мои пары! Чё, самый ответственный, что ли? Почему из-за тебя я должна приходить и по 3-4 часа читать лекции, а? Салам алейкум, брат. Салам алейкум. Ага кантип жетип алсам болот? Абайга, азыр могу жолду көрдүм, ушул Акаевский көчөсү. Ушу менен айдай бересиң дагы Майрамский көчөгө чейин айлайсың. Ал жерден абайла да могу кесилишиндечи, светофор иштебейт. Ал жерде Майрамский главный көчө. Андан ары айдай берсең неме Бакиевский көчөсү болот да.
ошо менен айдайсың дагы. Ошондо ал көчө Акаевский же Бакиевский? Бул экөө бир эле көчө да, просто кесилишине чейин Акаевский, кесилишинен кийин Бакиевский деп аталат. Ошо жол менен барсам туура көйгө жетип барам, Жок, кайдан, ал деген аэропортко алып барат ал жол. Андан көрө Бакиевский көчөсүнөн Отунбаев көчөсүнө бурасың. Отунбаев көчө менен айдай берсең Атамбаев көчөсүнө бурулуш болот. Ошо Атамбаев көчөсү менен айдай берсең маңдайыңан ак үй чыгып калат да. Адан кыска жол жокпу? Түлеев көчөсү бар. Түлеев көчөсү бирок ал азырынча жабык. Өмүркулов көчөсү бар, бирок анын баары кочка яма дегенде бузук. Андан көрө ушул эле жол менен барганың туура болот го дос. Мейли, рахмат, брат. Давай жолуң болсун. Не дейт? Ак үйгө кантип жетип алайын деп сурап да. Жанагы жаңы жолдордун аттары менен баарын баш адашып атпайбы? Алты юрс жүрөй сен. Сен жүрөсүң. Айпери, говорю, что случилось? Ничего. Что ты сидишь и опять молчишь? Давай рассказывай, что случилось, говорю. Ильгиз, просто ты меня не любишь. Почему? Вот Муса своей Аидке подарил 101 розу, потому что он ее любит. А Ленур Азизки сделал романтический ужин на крыше. Знаешь почему? Потому что у него на ресторан денег не было. Потому что он ее любит, Ильгиз. А вот Нуре Кайки вообще предложение сделал. Знаешь почему? Потому что она залетела. Нет, Ильгиз, потому что он ее любит, и это не важно. Вот, Айпери, вот ты как обычно, да, не умеешь ждать. Хотел сделать тебе сегодня приятное, а ты вот все опять испортил. В смысле? Я тебя очень сильно люблю, ты, знаешь, самый важный человек в моей жизни. И вот сегодня я хотел сказать самые важные слова. Это то, о чем я думаю? Да. Ильгиз, красавчик, хост 94. Милый, это пароль от твоего инстаграма? Боже, это так романтично. Да, это вот почти как подарить свое сердце. Только круче. Ханабе, чем обязан? Я слышал, планируется строительство нового торгового центра. Да, уже проект готов. 8000 квадратных метров. Я предлагаю вместо этого торгового центра построить новый муниципальный детский сад. Вы в своем уме? Это же незаконно. Я все-таки мэр. Да никто не узнает. Вы объявите тендер, наша компания выиграет и все. Я не могу на это пойти. Умирбек Исаевич, сами подумайте. Кому нужны эти торговые центры? Вы о женщинах подумали? Где они будут покупать модные вещи? Тем более скоро уже выходит новая коллекция в Сан-Лорен. Вы только представьте, 8000 квадратных метров, где дети смогут есть, читать, писать, учиться. И причем все это бесплатно. Вы страшный человек. Такое даже в страшном сне не приснится. Вы только представьте. Сначала мы построим детский сад. Затем вместо строительства нового ресторана мы построим новую школу, где будут расти умные, честные дети. Затем они вырастают, превращаются в честных чиновников. Мы получим новую, мощную страну. Что вам от меня надо? От вас нужна только подпись. Че, прям вот так и было? Вот да? Так и было прям, точь-в-точь, слово в слово. Не надо мне тут лепить, да? Пишите все как есть. Кто кому взятку предлагал, кто у кого взятку брал. Давай, пиши. Да я отвечаю! Эй, атасы,
Қарасай, біздің балауыз мен үй білемін деген сан сүрет тартып тұр. Бізде үйле дейсің бе? Бізде ит жоқ та. Бұл ит емес, бұл сен. Еш болмағанда балаңменен сыймықтанып қоймайсың ба? Сыймықтанып дейсің бе? Ей, емдесін сыймықтанам. 27-ге шықты. Ана көре жұмыс таппаймы? Папа, я художник, и я так вижу. Кеветем, дурайын. Сұрат көресің ғой, анда көресің жұмысқа орналаспайды ғой. В самом начале легко сделать первый шаг, если рядом надежная рука. Легко получить удовольствие, если верить в успех. А что может измениться за 15 лет? Первые шаги становятся уверенней, мечта становится ближе, а банк остается по-прежнему рядом. Банк Байтушум. Успех там, где в него верят. А давай, типа, я ковбой, и я тебя поймал, типа. Давай. Давай, типа, я рыбак, а ты рыбка, которую я поймал. Давай. Давай, типа, я в галстуке, а ты меня тянешь. Давай. Давай что-нибудь выпьем. Точно, выпьем. Давай, типа, я бутылка, а ты, типа, бокал. Нет, подожди, ты меня не понял. Может, ты меня чем-нибудь угостишь? Точно, угощу. Давай, типа, я тебя угощаю, а ты, типа, пьешь. Я поняла тебя. Давай ты типа танцуешь, а я типа домой ухожу. Давай! Точно, давай! Давай, типа, я ковбой, и я тебя поймал. Итак, в 6-м микрорайоне, где дом Е7 и дом 7А, там враждовали два домкома. Причина очень здесь проста. Все камербетти из 7-го дома бросали мусор прямо им под дверь, а монтебеки им в отместку украли лампочки. Война теперь. Акт 1. У дома номер 7 стоит Ромео и ждет свою любовь Джульетту здесь. О, горе мне, я полюбил Джульетту, когда о ней в подъезде прочитал. Ромео Монтебеки. Метафоры, эпитеты все эти. Тем более я сам их написал. О, горе мне, это запретная любовь. Твой брат, Борец, довел нас до того, что я в кино беру билет на разные ряды. Да что ряды, на разное кино. О, горе мне. Ромео, Джана, мой Ромео. Джульетта Камербетти. Джульетта. Я отпросилась мусор выкинуть тебе в подъезд. Лишь под таким предлогом отпустил меня отец. Джульетта, не говори ни слова. Да, мой Ромео. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Но я сильней. Нет, я сильней. Жму от груди 120 я. А я 140. Ты сильней. Джульетта! Джульетта! Если мой брат тебя увидит, то ярче вспыхнет двух семей переполох. Он больше, чем Бакиева, тебя возненавидит. И на стене напишет, мол, Ромео нехороший человек. Постой, но здесь в рифму больше лох подходит. Тебе видней. Неважно, побежали же скорее. Джульетта! Милая сестра! Тибальт! Нет, друзья, это не опечатка, просто Тибальт реально типок. Вот блин, куда же ты ушла? Нам надо сегодня в 5 себе на посещение платья выбирать.
Мандбеки были здесь недавно. Этот запах не забуду ни за что. Я в лифт не захожу из-за него. Джульетта! Джульетта! Второй акт – детская площадка, которую построил депутат, но не прошел на выборах в парламент и после все забрал назад. Походу здесь и будет Рамс. Любовь моя. Как я тебя люблю. Ромео! Руки убери свои! Есть подозрение, что он нас заметил. Ты позабудешь день, когда ты ее встретил. Ромео, должна я убегать. Песень любви о райской птице, что заставляло сердце трепетать. Ну и вообще по жизни, чё да как, ты можешь в Одноклассниках писать. Ну здравствуй, враг падет за нашего Ромео. Если я увижу тебя с сестрой своей, увидишь и не раз. Закрой свой рот, не то твой рот закончу. Ах так? Мыркуцо! Нолды! Мыркуцо! Подруг Мыркуцо! Эй, қандайчы? Ты! Чё? Эй, ты! Эй! Раз так, вдвоем вы начали войну. Мой друг Валера! Я иду! Дядя Валера? Постойте, господа! Но в этой пьесе нет Валеры. А я и не планировал играть. Тут просто ситуация. Вопрос жизни и смерти. Есть у кого-нибудь? Ну, сомов 5. Спасибо. Благодарю. Ой, сейчас иди уже. Эй, да, но все равно я не один. Сейчас я позвоню мента. Ну ли ЖКХ, жилья тебе не дам. Ха-ха-ха-ха! Акт 3, Буйурса последний, всем капец. Все разом умирают. Чисто шекспировский конец. Нет сил моих терпеть. Сейчас же выпью яду. Черт, не взял, обычно ношу рядом. Тогда за Егором. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о бухающих соседях. И все-таки Джарайт-Сити – это одна большая семья, и в ней бывают недопонимания. Но, как и в любой семье, здесь все прощается, потому что родственников не выбирают. Ведь в семье должна царить любовь, ласка и забота. Добро пожаловать в город родственников Джарайт-Сити. Это Джарайт-Сити, о-о-о, Джарайт-Сити, о-о-о, Джарайт-Сити, о-о-о, Джарайт-Сити, Джарайт-Сити, Бубенин Джарайт-Сити, о-о-о, Джарайт-Сити, о-о-о, Джарайт-Сити, о-о-о, Джарайт-Сити, Джарайт-Сити. Не летят, и мой город ритм не теряет. Живут как хотят все, и пусть это тебя не удивляет здесь.